мне 28 лет. Я вот уже 9-й год преподаю в детской школе искусств имени Николая Ивановича Вавилохова в Верхневилюйске. Я сама из Верхневилюйска. Во 2 классе поступила в детскую школу искусств, то есть сюда, по специальности фортепиано Корякиной Матрёне Васильевне. Потом через год я перешла к Ивановой Анне Петровне. И в 3 классе я успешно поступила в высшую школу музыки по специальности фортепиано к Поповой Галине Юрьевне. Ну, можно сказать, что тут и началась моя карьера как бы профессионального музыканта и педагога. После окончания высшей школы музыки в 2016 году я приехала сюда устраиваться на работу. Сначала меня взяли только концертмейстером, потом с 2017 года я начала деятельность преподавателя. На данный момент у меня занимается 11 учеников. Первая моя ученица, вообще с 1 класса, которую я взяла, это Алина Михайлова. Она до сих пор у меня занимается. Уже 7 класс, вот в 8 классе она уже заканчивает по программе ФГТ, то есть предпрофессиональная программа. Участвует во многих профессиональных конкурсах. Например, она во 2 классе приняла участие на конкурсе «Розовая чайка», международном конкурсе. Ну и в 8 классе мы хотим поехать на новые имена Якутии. Но сейчас дети очень нагружены вообще в школе. Когда я была маленькая, у меня не было вот такой нагруженности. То есть я с 9 утра начинали учиться, в час заканчивали и уже гуляй. Да, то есть уже свободные. А сейчас дети занимаются с 8:10 или с 8:20 и вот до 2, до 3. Да, то есть они иногда вообще пропускают у меня уроки. Сольфеджио. Кстати, я еще преподаю теорию музыки с 2022 года. После окончания бакалавриата, тоже в высшей школе музыки, проучилась там 4 года заочно. То есть работала и училась. Дети сейчас очень, я бы хотела сказать, талантливые и все быстро схватывают. Прям на лету схватывают, но быстро забывают. Это их основная вот проблема. Как бы, да? Ну, то есть им сейчас, вот, ну, если себя сравнивать, то им не хватает именно практики игры на инструменте. То есть мы вот после школы обязательно шли домой и обязательно час сидели и занимались. Да? А в высшей школе музыки с этим очень было строго. Мы вели тетрадь, дневник занятий. То есть в день мы должны были сделать как максимум 8 часов. И за это время она показала себя как очень грамотный педагог. Она ведет класс спецфортепиано, сольфеджио, слушание музыки, отличный концертмейстер по классу домбры и духовых классах. Активно участвует в общественной жизни школы, нашей школы, как участница женского вокального ансамбля и оркестра народных инструментов. Дети Марины Георгиевны участвуют в различных конкурсах, региональных, так и республиканских, и всегда они занимают там первые призовые места. Ну, Марина очень такая, очень доброжелательная. Она всегда с улыбкой, всегда готова прийти на помощь всем. Коммуникабельна. Она со всеми находит общий язык, как с детьми, так и взрослыми. Она и, как бы сказать, тут уже, ну, она коренная, но еще и у нее семья. Ну, муж у меня не музыкант, но он поет в мужском ансамбле «Сетим» уже давно. У него, говорят, голос баритон. У меня есть дочь, ей 3 года, она воспитанница детского сада. Как музыкант очень хочу, чтобы мой ребенок тоже занимался музыкой, но пусть она выбирает сама. Но вот сейчас я вот смотрю на нее, и кажется, что она бы фортепиано осилила. У нее пальцы очень хорошие для этого. И есть, конечно, музыкальный слух у нее.
Мыслей у меня переехать пока нет. Да, где родился, там и пригодился, как говорится. Но я тут вообще, когда я сюда приехала работать, я испытала культурный шок. Почему? Потому что здесь очень много талантливых не только детей, но и взрослых людей. И вот они сейчас являются моими коллегами. Да, мы с ними вместе все работаем. Например, я состою в женском ансамбле с 22 года «Юрдель». Мы выступаем очень часто, ездим с гастролями и даже занимали призовые гран-при места на соревнованиях. У меня была мечта с детства – играть на оркестре. И вот моя мечта как бы сбылась. Я играю сейчас в народном оркестре Николая Хабусарова на альт-кылыгах. Мой основной инструмент – это фортепиано. Я играю на гитаре, ну, чуть-чуть. Играю также на кылыгах и чуть-чуть умею уже на домре. Очень интересно, конечно, изучать инструменты музыкальные. Я, например, для интереса сейчас изучаю скрипку. Да. И вот недавно начала изучать хомус. Вот, это же якутский музыкальный инструмент. Вот когда-то мне вот один очень старый, мудрый человек сказал, что если ты саха, то ты должен обязательно играть на хомусе. И вот моя мечта тоже сбылась. Я уже начала обучение, изучение этого прекрасного инструмента. Ну, я думаю, что так сложилась моя судьба. Когда я поступила сюда уже в детскую школу искусств, фортепиано меня выбрало, можно сказать. Да. В высшей школе музыки Лариса Александровна у нас была учитель хора. Она поставила с Верой Семеновной Павловой, по-моему, спектакль «Кот в сапогах». Да, и я была принцессой, исполняла роль принцессы, и вот там исполняла арию. Насчет песен, которые я исполняю, да, ну, у меня слишком мелодичный голос, поэтому я исполняю обычно романсы, медленные песни. Например, «Эхо» вот из репертуара Анны Герман. Ну, как хобби у меня чисто музыкальные предпочтения, петь, сочинять. Да. Я сочиняю, кстати, песни, но пока не осмелилась никуда пока выложить, как говорится. Пишу стихи о состоянии души, о любви и так далее.